И, как всегда, начинаем с самых интересных новостей этой недели. Ну, конечно же, основной это, конечно же, нескончаемая сага про Петрова и Баширова, которая раскручивается и раскручивается, и все дальше, чем дальше, тем интереснее. И вот сегодня британские службы безопасности и контртеррористическая полиция установили личность третьего участника операции по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Telegraph. По сведениям газеты, этот человек также был агентом ГРУ и провел разведку на месте перед отравлением Скрипалей. The Telegraph отмечает, что сотрудник российской спецслужбы приехал в Солсбери до того, как остальные участники предполагаемого покушения привезли в Великобританию нервно-паралитическое вещество «Новичок». Хорошая оговорка, нервно-политическое. Полученные данные он якобы передал Баширову и Петрову, людям, которых британские власти называют сотрудниками ГРУ и исполнителями атаки на Скрипалей. Третий участник покушения, по сведениям издания, мог сообщить коллегам детали расположения дома Скрипаля и рассказать, какой именно дверью тут пользуются для входа и выхода. В Кремле заявили, что проверят эти данные. Ну, как они, видимо, проверят эти данные так же, как проверяли предыдущие. Скажите, вы служите в ГРУ? А вы? Да? Вы точно не агенты ГРУ? Так точно. Но во всей новости, что мне нравится, раньше проскакивала информация, что там была группа человек примерно так из 5. У меня такое ощущение, что что-то мне кажется, что это не последний козырь в рукаве британских спецслужб. И мне кажется, они знают уже всю группу и будут вот так вот потихонечку доставать эти козыри в ответ на очередное интервью Маргариты Симонян. Вот сейчас они проверят эти данные, Марго возьмет очередное интервью, а я думаю, что спецслужбы британские достанут потом очередной козырь и еще раз пропечатают. Потому что я хочу, чтобы это Санта-Барбара не кончалось, потому что это, конечно, это просто замечательное шоу, лучшее, наверное, из того, что бы я видел последние несколько лет. Ну и с самим Башировым, конечно, продолжается вся эта катавасия. Журналисты выяснили, что Анатолий Чипига, который успел исповедаться Маргарите Симонян под именем Руслана Баширова, родился в Амурской области. Один из подозреваемых в отравлении Скрипаля, который назвал себя Руслан Баширов, это вымышленное имя полковника ГРУ Анатолия Владимировича Чипиги, утверждает The Insider и Bellingcat. В расследовании говорится, что Чипига родился 5 апреля 1979 года в Амурской области. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, трижды был в командировке в Чечне. Неизвестно, в каких именно операциях он был задействован, но на сайте дальневосточного филиала Государственной военной организации отмечается, что Чипига получил более 20 военных наград во время службы. В 2014 году Владимир Путин присвоил Чипиге звание Героя России за участие в миротворческой миссии. По мнению расследователей, речь может идти о военных действиях в Украине. Имя Руслан Баширов Чипига получил после переезда в Москву. Там он окончил военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России, говорится в расследовании. Журналисты нашли Чипигу по снимку из Чечни на сайте Двоку. Там же у него еще есть и его имя на стеле героев Российской Федерации. И вот Путин, оказывается, присвоил ему звание героя, а до этого говорил, что мы нашли этих людей, и они являются обычными туристами. И вот все вот эти вот люди, герои, полковники, или кто он там, подполковник или майор, я уж сейчас не помню, спалились как просто, я не знаю, как какие-то просто дети вот во всем этом деле. Давайте посмотрим сюжет, который наши коллеги с телеканала АТР подготовили по этому поводу. Именно благодаря этим двум мужчинам слово «шпиль» обрело совершенно иной смысл. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Это фрагмент из их интервью Маргарите Симонян. Тут они оправдывались, что никакие не ГРУшники, а просто приехали в Солсбери на шпили посмотреть и немного, так сказать, гульнуть. С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Ну, конечно. А где же русским еще отрываться, как не Солсбери? Тут же и атмосфера другая, и шпили есть. На всех видео вы показаны вместе, все время вместе, находились вместе, жили вместе, ходили везде вместе. Вас вообще, так скажу, что объединяет вас двоих? Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь.
Эти мальчики реально постоянно были вместе. И, видимо, от восхищения друг другом даже память потеряли. Вы выходите через гейт, через ворота, буквально в одно и то же время, чуть ли не в одну и ту же секунду. Как это получилось? Если бы мы еще помнили, когда это было. И мы всегда вместе. Идиот! Кем они только не были за эти 25 минут интервью. И туристами из России, и геями, и людьми с плохой памятью, и просто любителями шпиль. Но тут есть одно «но». Вы позвонили мне на мобильный телефон и сказали, что вы Руслан Баширов и Александр Петров. Вы работаете в ГРУ? А вы работаете в ГРУ? Я нет, а вы? Я нет. И я нет. Но не прошло и месяца, и тут трошки невдобно получилось. Журналисты Bellingcat смогли раскрыть предыдущие операции подозреваемых в отравлении Скрипалей, Петрова и Баширова в Европе и подтвердить, что они работают в Главном разведывательном управлении Российской Федерации. Как будут развиваться далее истории шпилелюбителей, остается только ждать. Сейчас мы можем смеяться над этой ситуацией, но тогда, 4 марта 2018 года, было не до шуток. На кону были человеческие жизни. Олег Борисов, Назар Задри, программа «Ахшам», АТР. По-моему, замечательный сюжет. Серьезно относиться к этому делу совершенно невозможно. А у нас есть... у нас слетел звонок, у нас нет звонка. Ждем ваших следующих звонков. Так вот, все эти расследования, все это, конечно, правильно, и вывели их на чистую воду правильно, но я вот когда только прочитал про Петрова и Баширова, и он был написан как Боширов, вот мне сразу стало, вот я на 99% уже тогда был уверен, что Боширов это... левое имя, и все эти люди из ГРУ, потому что уже в этот момент можно было начинать материться, биться головой об стену и говорить ну тупые, потому что это на меня опять пахнуло таким дежавю, потому что это ровно из той же серии 20-летней давности, да, как все вот эти вот и армии, и ГРУ в своих пресс-релизах писали о том, что в Чечне в 20-й раз уничтожен Хоттаб через букву О, да, или они писали там в Веденское ущелье, не Веденское, там есть село Ведено, а у них было введено, да, Веденское ущелье. Так вот, дело в том, что эти люди, они изучают, они банально просто не знают свое операционное поле. Они не знают свое поле, в котором они работают. Да? Вот Россия не вылезает там с Ближнего Востока, да, или там с Кавказа, где исламские традиции, да, арабские имена, и они их просто не знают, не изучают. Дело в том, что имени Бошир не существует. Есть имя Башир, да, и фамилия Боширов, ну, есть, конечно, там в Москве вот по паспортной книге нашелся один Боширов и 246 Башировых, да? То есть они, вот старика Хоттабыча они прочитали, а вальс с Баширом они не прочитали. И вот так вот у них все, они абсолютно руконогие. Я вот даже не уверен теперь, знают ли они, как зовут того чувака, за которого они воюют в Сирию. Бошар Асад или Башар Асад, какая в принципе разница. А у нас есть еще один звонок, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Добрый вечер, Владимир. Аркадий, вот на ваш взгляд, вот данная ситуация, это наказание за провал операции или это такая бравада, мол, ну да, вот там и, ну что вы нам сделаете? Ну вот так вот. Да, спасибо за вопрос. Я думаю, ни то, ни другое. Я думаю, это и не наказание, и не бравада, да? Потому что вот этот вот шлейф всемогущества ГРУ, он тянется, но если начать смотреть, там, изучать их операции, то становится понятно, что это вот их такая суть, да? Вот они просто реально пытались отмазаться, но они уже не отдупляют, что мир изменился, они уже не отдупляют, что 21 век, что уже ты не можешь не наследить в этом мире, не оставив где-то в электронном мире каких-то своих следов, паспортов, да, видеокамер, там, фотографий, выпускники ДВОКу и так далее и тому подобное. Я думаю, что они действительно поначалу пытались отмазаться, что я не я, лошадь не моя, но вышло только хуже, потому что и так было всегда, понимаете, так было всегда, потому что когда начинаешь изучать, смотреть историю Советского Союза, ты начинаешь просто хвататься за голову и плакать и рыдать, потому что что вы делаете, так нельзя. Вот на этом, эта страна всегда была построена вот на таком идиотизме, да, там самый главный ресурс — это дешевое пушечное мясо, которого вагон, а совсем не профессионализм, суворый
Суворов врал, конечно, нещадно, когда говорил, что не числом, а умением, потому что никакого умения там отродясь никогда не было. Брали числом, только числом, исключительно числом. Плохо то, что число у них большое, их действительно много, и бабла еще вагон.